Уже 20 лет этот дата отмечается, она была уже 20 лет отмечается этот день, и создан этот день для того, чтобы такие многочисленные языки сохранялись, да. И как вчера вот у нас был табасаранский язык, и вчера было отмечено, что ни танцами, ни лезгинкой, ничто не передать дальше культуру этого народа, кроме как языком. Только язык передает культуру народа. И у меня есть одна заметка Расула Гамзатова, все вы, наверное, знаете, дагестанский, аварский поэт, писатель. И очень хочу ее зачитать. Читала ее на каждом уроке, и на табасаранском, и на аварском. И думаю, что вам тоже будет полезно послушать. Однажды, будучи в Париже, Расулу Гамзатову сказали, что есть дагестанец, художник, который проживает в Париже, и он захотел с ним встретиться. Этот дагестанец, он после революции покинул Дагестан, уехал в Италию, там женился на итальянке. С тех пор он скитался по городам Европы в поисках, да, своей родины, но, не найдя ее, тосковал. И вот Расул Гамзатов встречается с ним и заходит в его мастерскую. В мастерской висит картина, которая называлась «Тоска по родине». И на картине была изображена итальянка в аварском костюме у горного родника с кувшином. Печально находился на склонах гор аварский аул, да, еще печальные горы были нарисованы, и на вершинах гор был туман. И вот художник, дагестанец, говорит о том, что туман – это слезы гор. Когда склоны окутывает туман, по морщинам скал начинают стекать светлые капли. Туман – это я. На другой картине Расул Гамзатов видел птицу, сидящую в кусте колючего терновника. И он спросил, о чем эта картина? И художник сказал, это по мотивам древней аварской легенды. Какой же легенды? Птицу поймали и посадили в клетку. Оказавшись в плену, птица день и ночь твердила: «Родина, Родина, Родина». Точь-в-точь, как все эти годы я твержу. И хозяин птицы подумал, ну что же у нее за родина такая, где она? Наверное, это какая-нибудь прекрасная цветущая страна. И он, дай-ка я ее выпущу из клетки. Он открыл клетку, и птица выпорхнула. Она отлетела 10 шагов. Опустилась на куст терновника, растущего среди голых камней. В ветвях этого куста было гнездо. На свою родину я тоже смотрю из окна своей клетки, закончил художник. Почему же вы не хотите вернуться в Дагестан? Художник ответил, поздно. В свое время я увез с родной земли свое молодое, жаркое сердце. Могу ли я возвратить ей одни свои старые кости? Приехав из Парижа, Расул Гамзатов отыскал родственников, и, представьте себе, была жива еще его мать. Он пришел к матери этого дагестанского художника, рассказывал о жизни за границей, о его тоске, и вдруг мать спросила, вы разговаривали по-аварски? Расул Гамзатов сказал, нет, мы говорили через переводчика. Я по-русски, а он по-французски. Мать закрыла лицо черной фатой, как закрывает, когда услышит, что ее сын умер. По крыше сакли стучал дождь. Мы сидели в аварии. На другом конце земли, в Париже, тоже, может быть, шел дождь ее блудный сын. После долгого молчания мать ответила. Ты ошибся, Расул. Мой сын давно умер. Это был не мой сын. Мой сын не мог забыть языка, которому я научила его. Я аварская. Это именно о ценности языка и для чего его надо изучать. И мы очень рады, что лезгинский язык преподается в нашем центре. И с удовольствием послушаем сегодняшнее ваше выступление. Спасибо большое. Спасибо. Было очень приятно слушать вас. Так. Я тоже хочу немножко что-то рассказать о себе. Естественно, начну я на лезгинском языке сначала. Свое выступление маленькое. О, güzel ya. Her milletiz akoday. Kol
Çal baktlı ya. Dide di çalal rahaday. Zilizgi çal. Zidide di çal. Vas hürmet da. Zadide diski. Zilizgi çal. Assalamu alaikum. Kız Mesutçu, Adana, Ruhmana, Akbara, Zi Ruhbayar, Balayar, Biti Neveyar, Biti Hutularni. Çolak Şadya, köy ina okuniz. Za sifte muşluğuz gazva. Çadı idardi, bine etilime karşısız ihtiyacımız. Juvan çehi raziva ve sağalımız gazva. Çehi mümkün ve balgan çatada ikası. Darda lezgi dar saç ko, ine imeri kadar kelet ko. Çövür sanal bot çiko, bir sas ko imalaf kısa kariye. Çehi şehirde bir lezgi sanal bot ko, ima güzel şadizo, kardal bir bot bana sasata ko, sasata kazra ko, taniş ko. İgrami muzanlar stula, keniçi şad imeri kad. Çına juvan lezgi çal, hınız bakşnavay. Çi didedin çal, çına açerkini kutunak andaçık. Didedin çal dicir da hayır ya. Millet dikay. Halk. Millet dikay, halk dikay. İzvaydı didedin çal ya. Şaçına çi lezgi çal, kodatin. Çilizgi çalçına bine hemişe on lazım ya. Конечно, для февраля качество и нам она администрация инициативы. Яказ бахшна Америка hemişe килет куз вайда. Чина ничи Америка килет куда бiri tamamı рахталазне и иштакфлай чи исан рахталазне. Дела и ведущий чи Америка куз вайда. И Арсений час принимали презентации. Час ино зав Америка тажда, но кнечо зав Америк. Бекиди казкамир им чисадла Америка ча. Чазгалатар авата ахба кнечазла чагалатар чна чагалатар мадрилер чна дюзды каз худавал ида. Ну что, теперь давайте поговорим на русском. Рада приветствовать всех на мероприятии, посвященном Дню родного языка. А для нас это хороший повод произнести слова любви и уважения к своему родному языку и культуре. Язык является самым сильным инструментом сохранения и развития нашей культуры. На сегодняшнем мероприятии вы узнаете о культуре лезгинского народа, о происхождении языка. Также вы услышите пословицы, стихотворения на лезгинском и на русском языке и покажем небольшую сценку. Хотелось бы отметить то, что все выступающие сегодня не говорили ранее на лезгинском языке, и только пару занятий посетив по лезгинскому языку, стали такими отважными, решились на такие открытые мероприятия. Мы тщательно готовились к этому мероприятию и надеюсь, что вы оцените наши старания. Давайте поддержим всех сегодня. Зихаичал, зилизгичал. Вихар сагав сакашья, акашарикай ярат мешай, джавахерар гзакья. Эй, кандазас, урусчални, маса бурни чирдаза. Амма вири чаларин шах, зазлизгичал, буньяхах. Баркала. Сейчас вашему вниманию будет представлена презентация о истории лезгинского народа и происхождении языка. Нельзя включить свет? Видно будет. А громче нельзя делать? Лезгины – это один из коренных народов Кавказа, исторически проживающих в южной дагестанской части и северной части Азербайджана. Это второй по численности народ Азербайджана и четвертый в Дагестане. Всего в мире начисляется от 800 тысяч до миллиона лезгин.
В середине первого тысячелетия до нашей эры в Восточной Закавказье складывался албанский племенной союз, объединяющий 26 племен, которые говорили на лезгинской ветви языков. В письменных источниках термин «лезги» используется уже в XII веке, но это название не является в прошлом самоназванием для отдельной дагестанской народности. Название лезгины ошибочно и безразборчиво употреблялось в качестве термина для обозначения многочисленных горских племен, населявших центральную и южную часть Дагестана, а сам Дагестан раньше называли Лезгистан. И только после 1920 года этноним лезгины превратился в наименование одного из горских народов Дагестана, известного под ошибочным названием кюрильцы. Лезгинский язык относится к лезгинской ветви навско-дагестанской семьи и делится на 3 группы диалектов. Это кюринский, самурский и кубинский. Имеются также самостоятельные говоры: дагуспаринский, финский. Ну, в общем, они перечислены на слайде, можете ознакомиться. За все время своего существования лезгинская письменность функционировала на разных графических основах и неоднократно реформировалась. В истории выделяются следующие этапы. Начало XIX века – это письменность на основе арабского алфавита. 1860-е, 1910-е годы письменность на основе кириллицы. 1928-39 годы письменность на латинской основе. И с 1938 года современная письменность на основе кириллицы. Попытки создать нормативный, научно разработанный лезгинский алфавит на арабской графической основе были предприняты только после революции 1917 года. Первый такой